советы и помощь из Восточной Азии. Сегодня в Чувашию приехала делегация из Китая, чтобы помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья быстрее пройти реабилитацию. В течение нескольких дней специалисты осмотрят около 100 детей и подростков. С врачами из Поднебесной пообщались мои коллеги. С помощью общей магнитотерапии проводим процедуры детям, которым провели операции на суставах крупных. В составе делегации хирург и директор медицинской компании. Сперва им показали все возможности реабилитационного центра для детей и подростков. Пристальное внимание уделили бассейну, кабинетам логопеда, монтессори-педагогики и психологам, залу адаптивной физической культуры. Ряд дело тренажеров для пассивно-активной разработки верхней конечности и нижней конечности. Активная. Тренировка на велотренажере происходит. Врач высоко оценил программу реабилитации детей и предложил дополнить ее методами китайской медицины. Я верю в китайскую традиционную медицину, зная на практике, что если совмещать традиционную и современную медицины, результаты реабилитации будут в разы быстрее, эффективность будет выше. После увиденного у меня осталось хорошее впечатление. Тут все профессионально и аккуратно организовано. С детьми здесь занимаются профессиональные врачи. Государство за этим пристально следит и несет свою ответственность. Это очень правильно. В течение нескольких дней доктор Ши осмотрит около 100 детей. Каждому пациенту дадут рекомендации по реабилитации. Одной из первых на консультацию со своим сыном попала Светлана Андреева. Косте 6 лет, и у него ДЦП. Мы в этот реабилитационный центр ходим уже 3 года. Проходим физиолечение, лечебную физкультуру проходим, массаж. У нас есть положительная динамика. Врач нам порекомендовал сделать операцию на ноги, чтобы реабилитация прошла легче, и чтобы он его быстрее поставить на ноги. Отправиться на операцию поможет Российский детский фонд. После консультации пациентам из Чувашии выдадут сертификат на бесплатную дорогу до Пекина и обратно. Более того, крупная китайская медицинская корпорация предоставила в распоряжение фонда целую больницу, где будут проходить лечение именно граждане России. Там присутствуют высокие технологии и присутствует вместе с тем 2000-летний опыт традиционной китайской медицины. Понятно, что ДЦП не лечится, но наша задача сделать так, чтобы дети могли сами себя обслуживать. Вот это самое важное в этом недуге. В планах фонда строительство большого центра китайской медицины в Москве. Анна Центовская, Игорь Зверев. Республика.